Буга чейин сөз кылганыбыздай эле Сапара каналы Кемер шаарына келдик. Кемерде кыргыз мекендештерин алабалы, жаңылыктары, ийгиликтери, жетишкендиктери тууралуу мезгил менен каналыбыз аркылуу көрсөтүп турууну чечтик. Миграциялык агым бир эле Россияга эле эмес, дүйнөнүн ар кайсы бурчуна тараган. Анын арасында Туркиядагы окуп иштеп келе жаткан мекендештерибиз да көптүк кылат. Түркиянын Ички иштер министрлигинин 2018 жылга берген статистикасына ылайык өлкөдө 25 миңден ашык кыргызстандык жаран катталган. Алардын 7,5 миңдеги гана эмгек визасы менен иштейт. Басымдуу бөлүгү 1 жылдык туруктуу жашоого уруксат алган виза менен келип иштешет. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашашат. Анталияда 10 миңден ашык кыргыз жарандары эмгектенишет. Орточо айлык акысы $500 жогору. Кыз келиндер негизинен балдарды же кары кишилерди карап тейлөө тармагында иштешет. Эркек балдар курулуштарда жана кара жумуштарда эмгектенишет. Ошону менен катар Туркиядагы жогорку окуу жайларда мугалим, ооруканаларда дарыгер, мекемелерде жетекчи, сүрөт галереяларында да иштеген кыргызстандык мекендештерибиз кездешет. Аталган өлкөдө 2 миңден ашык кыргызстандык студент билим алат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Кыргызстанда тоолуу өсүп, окуп эмгектенген Камила Мусаева тууралуу болмокчу. Турмушка чыгып, шартка байланыштуу Анталия жиргесине келип жашап калат. Көпчүлүк мекендештерге окшоп Түрк жергесинде иштеп жүрүп, өз мекенин сагынат. Өз кесиби боюнча юридикалык окууну бүтүрүп, Кыргызстанда иштеп жүргөн. Анталияда кесиби менен эмгектенгенге мүмкүнчүлүк болбой, аталган шаардын жашоо шартына көнүп, жыйынтыгында өз мекендештерин жумушка орноштуруу үчүн Огедай аттуу ишкана ачып, 3 жылдан бери иштешип келет. Я попала в Турцию в 2013 году, вышла замуж сюда, сама была с Киргизии, никогда раньше не думала о том, что я соберусь замуж и выйду в Турцию, всегда была в планах карьера, поэтому после окончания университета я немножко поработала, потом мы познакомились, и я сюда приехала, вышла замуж. Первые 2 года я сидела дома, а потом у меня появились детки, и я еще продолжала сидеть дома. О том, как эта идея пришла мне в голову, мой муж, он работал генеральным директором в отеле. И поэтому большую часть я там проводила в отеле, видела о недостаче персонала, о том, что не хватает людей, то есть на то, чтобы люди, они очень тяжело было найти, например, на уборку номеров. И эта идея оттуда мне пришла в голову, почему бы наших кыргызов не привозить сюда на работу. Почему именно кыргызов? Потому что я сама оттуда. И мне думаю, наверное, легко будет только с ними работать, потому что говорим на одном языке, в принципе, да, один менталитет. И поэтому я до сегодняшнего дня только с Киргизии привозила. Я по профессии следователь-криминалист, работала следователем-криминалистом совсем немножко, удалось мне поработать около года. После окончания университета я заканчивала академию юридическую, вот, а потом я вышла замуж. Пришлось все оставить. Я родилась в Киргизии, в Сукулукском районе. В селе Чаткуль родилась я. Там выросла, закончила Шапоковскую гимназию, ездила в Шапоков, а потом поступила в университет, в академию юридическую. Огедай, почему именно Огедай? Потому что это вообще сын татарского хана. Он был настолько сильным, что монгольский хан, когда воевал с ними, он увидел его силу и красоту, и ему очень нравился, да? И он сказал, что если у меня будет сын, я назову его тоже Огедаем. И оттуда, но люди знают только монгольского Огедая, татарского никто, к сожалению, не знает. И у моего сына всегда была мечта назвать сына Огедая. Поэтому, когда у меня сразу 2 сына родилось, я просто сказала мужу, чтобы у тебя не осталось внутри, что ты это имя не смог никому дать. Мы назвали фирму Огедай, чтобы всегда вот с нами, и ему было приятно. Оттуда и пришло это название. Туркияга иштегени келген мекендештерибиздин документ иштерин, ишке жайгаштыруусун, жайкы сезондо Огедай компаниясы аркылуу ишке кирген ар бир мекендештердин иштөөчү отелдерде, жатаканасы ар бирине кепилдик берерин айтып, адамдар менен иштешүү оңой эмес экенин айтат. Те, кто приехал на работу с Бишкека, за 3 года где-то мы привезли, если за 3 года брать моей работы сейчас, где-то около 3500, наверное. То есть тех людей, которые работают сейчас, около 1300 людей, наверное, сейчас те, кто находится здесь, в Анталии. Я же за них ответственность несу здесь. А вдруг, если что-то, у всех же, у кого-то жена, у кого-то дома дети, у кого-то дома мама. И поэтому у меня 6 месяцев работы здесь, ихней, да, если честно сказать, проходит в таком стрессе, потому что я каждое утро открываю телефон и думаю, что мне сегодня напишут, что сегодня могло случиться.
Поэтому ребятам я часто в группу рассылаю, рассылку делаю, чтобы все вели себя нормально, то есть не пили здесь, потому что, ну, разные же люди. Их тоже можно понять, они же работают, и им хочется стресс как-то снять. Им очень тяжело здесь дается, я это понимаю по себе, и всегда себя в пример привожу, потому что, когда я приехала, я не знала языка абсолютно. То есть я знала: здрасте, до свидания, как дела? А дальше, чтобы о себе рассказать, там что-то спросить, как куда-то дойти, я не могла. И, конечно, у меня были слезы, потому что не знаешь, как им объяснить, и тебя люди не понимают. И я ребятам говорю, что первый месяц адаптации – это очень сложно, его нужно пережить, а дальше уже легко. ОГД компаниясы аркылуу иштешип келе жаткан мекендештерибиздин арасында Лира мына буларды айтып берди. Келгениме 3 ай болду. ОГД фирма аркылуу келип бuyakta иштеп атабыз. Кыргыздар аябай көп. Биз биринчи бул биздин досубуз аркылуу уктук. Ал мурун иштеп кеткен да ушул жерде. Ошол аркылуу угуп биз да келдик, күйөөм экөөбүз. Кыргызстанда эмне кылдым? Кафеде иштедим. Бишкекте. Бирок аякта билесиздер неме айлык аз. Ошондон бияка биз айлык көбүрөөк деп бияка келип фирма аркылуу мен отелдеги номерлерди жыйнайм да. Ишибиз саат 8-ден башталат, саат 4-кө чейин да, 8 саат иштейбиз. Тамакты аябай жакшы берет. Контракт түзүп, 6 айга түздүк контрактты. Ошо контракт менен келдик. Кааласаң контракт бүтсө сага узартып берет. Кааласаң билет алып берип кайра үйүңө жөнөтөт. Түркчө бир аз үйрөндүк бияктан. Жака келип үйрөнөбүз. Ооба. Мекендештерибиз менен жолугушуп турабыз. Жакында эле 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн майрамдадык. Кемердин борбор аянтында. Аякта боз үй тегип, борсок жасап, чоң концерт коюлду. Таланттуу инсандар келди. Ырдашты, кыздар бийлешти. Биз да алар менен кошо кара жорго бийледик. Мекенден алыс иштегени чыккан жердештерине Камила айым мындай кеңештерди берди. Совет я хочу такой дать. Ни в коем случае нельзя в чужую страну выезжать, не зная языка, не имея никого из знакомых. Даже если это и знакомые, их нужно проверять. Потому что, когда сюда приезжают, очень часто ко мне обращаются ребята, которые на ура приехали, а их бросили, оставили, не нашли работу и так далее. Я, конечно, пытаюсь им помочь, поэтому не надо приезжать на ура. Нужно узнавать, нужно спросить, нужно немножко выучить язык. Вот. А для девочек наших не нужно верить всем, потому что наши девочки очень наивные. Ну, я тоже их понимаю, я же там выросла, я знаю, что наши мужчины очень грубые, а здесь очень мягкие, они очень красиво рассказывают, как здесь все красиво. На самом деле, очень много, да, все здесь так классно, все здесь все друг друга любят. У меня были девочки, которые приезжали и спрашивали: а где там вот этот актер, а где тот актер? Здесь нет актеров, здесь совсем другая жизнь, здесь нет этих вилл, нет этих последних моделей Феррари. Здесь обычная жизнь, где обычные люди, очень много обманывают наших девочек, и очень обидно за это. Поэтому девочки не должны никому верить, они должны стоять за себя, они должны быть очень осторожными, очень аккуратными, чтобы ничего не произошло. Это чужая страна, это не Кыргызстан. Здесь очень все может произойти. Алдыдагы иш пландар тууралуу бир эле Түркия мамлекети эмес, башка мамлекеттер менен да иштешкенге шарт түзүлүп, Италия, Польша, Чехия, Иордания, Греция өлкөлөрү менен да иштешип келе жатканын айтты. Да, конечно, очень многие отели хотят именно кыргызов. Почему? Потому что наши очень, они, как сказать на русском языке, я сейчас уже забыла, наверное, больше турецкого у меня. Они очень способны, они очень быстро адаптируются, они мало возмущаются, то есть они никогда не говорят там: нет, я не буду, это очень редко. Поэтому и у нас менталитет наши, если мы привозим молодых девушек или парней, они уважение у них к старшим, да, и поэтому наши
ну, здесь турецкие отели, они все хотят в основном кыргызов. Был опыт с казахами, с другими, но все-таки остановились на кыргызах. Да, это у нас было как бы не то, что собеседование в Польшу. Очень много ребят, мне часто их спрашивают, куда бы они хотели уехать, чтобы мне можно было нарисовать картину, куда дальше можно двигаться, чтобы отправить наших ребят. Потому что Турция, наверное, многим уже как бы приелась, да, они приезжают сюда, здесь зарабатывают, но не то, что хотелось бы. Теперь это все официально, мы в понедельник планирую поехать в посольство Польши и переговорить, встречу взять. Нам секретарь назначит встречу, и мы поедем разговаривать с послом. Да, ну, на Кипре у нас есть фирма. Сейчас планируем Грецию и Италию, потому что как бы там тоже туризм, и мне хочется, ребята тоже говорят, а можно также в туризме, но уже в другой стране. Поэтому в Грецию я планирую полететь, а потом в Италию, там посмотреть. Я думаю, нашим кыргызам будет интересно, очень много спрашивают про Италию именно, как там будем смотреть. И мы сейчас подали в Канаду одному моему соискателю, который приехал тоже через нас. В Канаду мы визу подали и ждем ответа сейчас. Попробуем туда отправиться. Эртең менен башталган жумуш убактысы тыным алып отурганга кээде убакыт болбой каларын, өз үй бүлөсүнө атайын бир күнүн бөлгөнгө аракет кыларын айтты. Бош вакытым жок. Иштейм. Бош вакытымда да иштейм. Потому что у меня есть дети, и свободное время я стараюсь детям посвятить, с ними провести, что-то порисовать, позаниматься. Наверное, не знаю, у меня мозги мои вообще работают 24 часа в сутки. А так как-то стараюсь иногда отдохнуть. Ну, отдыхаю в воскресенье, у меня обязательно выходной. И у меня такое ощущение, что я месяц вообще не отдыхала. Воскресенье посвящаю, конечно, детям, мужу, который тоже хочет внимания. Поэтому я отключаю телефон, и в воскресенье мы едем. Обычно я еду на природу или у берега моря, потому что мне нужна разгрузка. Я работаю с людьми, и это очень сложно. У меня в офисе сколько человек работает? Нас работает 4, 4 девочки. 2 из них сейчас в отпуске, начнут с 10 числа. Мы пока вдвоем. Көп жылдардан бери түрк жергесинде жашап иштеп жүрүп, эки өлкөнүн өзгөчөлүктөрү, маданияты, салттары тууралуу буларга токтолду. Мне турецкий чай, да, нравится. Я уже привыкла. Ну, такой пью не часто, в день 1-2. В основном пью наш с молоком. Этот чай мне не очень. Да. У них очень своеобразный менталитет. Они после того, как пришел Ататюрк, они немножко обратились в сторону Европы. То есть они больше подражают им много. Хотя корни идут от наших, да, от кыргызов. Должны быть больше как мы. Но они больше подражают им, и это очень напрягает иногда меня. Мне не нравятся их всякие некоторые выходки, черты характера. Они почти все одинаковые. То есть женщины наигранные, мужчины то же самое. Все врут. Поэтому я когда собеседование провожу, я девочкам говорю, что нельзя верить всем подряд. Я открыто говорю о том, что когда вы работаете, все мужчины говорят, что мы не женаты, на самом деле они все женаты, и нельзя им верить. Я говорю это родителям и говорю девочкам на собеседовании. Первый год, ну, как бы было, и муж мне говорил, зачем ты говоришь такие вещи? Я говорю такие вещи, потому что мы же везем сюда, мы несем ответственность. Если молодую девочку мама отправила сюда, а завтра она поверит кому-то, и с ней что-то случится, она будет меня, да, говорить, вот, как ты привезла ее, и поэтому я все говорю, все предупреждаю, вплоть до того, что здесь нельзя делать аборты. Вплоть до этого я объясняю. И также я мальчикам говорю, чтобы они никогда не шли на провокации, потому что первый месяц турецкий менталитет немножечко другой, и они не могут воспринять наших как нормальное что-то, да, они кажутся, что мы приехали, забрали их работу. На самом деле это не так, у них нехватка кадров просто. И поэтому они вот, у них начинают какие-то там, они обзываться начинают или что-то, но это первый месяц, это все первый месяц, а потом это все проходит, они притираются уже и начинают дружить. Поэтому мне не нравится здесь их наигранность, они не настоящие, ну может быть не все, но в основном они все не настоящие. У них
Они могут, не знаю, как-то играть. У них вся жизнь как театр. Мы так не привыкли, мы как есть, так и есть. Поэтому вот это мне не нравится, да, надоедает. Мекенге болгон сагынычтан улам кыргыз желегин, ак калпагын, боз үйүн атайын алдыртып Кемер шаарында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык юбилейин белгилеп, Огидай компаниясы бул фирма аркылуу иштеп жаткан мекендештерибиз катышып, ырдап, бийлеп, Кемер шаарынын борбордук аянтчасында жалпы мекендештерге жана конокторго борсок бышырып ооз тийгизишкен. В прошлом году был фестиваль большой, и там страны выступали, все страны, каждый представлял свою страну, но почему-то от кыргызов никто не выступил, никто не записался. И когда просто до меня эта новость дошла, я позвонила, сказала, могу ли я выступать от лица Кыргызстана. Мне сказали, да, конечно. Они, конечно, не выясняли, там, кто что, просто сказали, гражданин Кыргызской республики, давайте будем выступать. И тогда я взяла эту юрту и заказала ее, и нам ее привезли. Именно для этого мероприятия я хотела, чтобы люди увидели на самом деле, что такое кыргызская юрта. Мы приглашали танцоров. Вот тогда я ее купила. Были девочки, девочка на кумузе играла, певцы. Вот мы приглашали и представляли Кыргызскую республику. Борсоки, мы хотели делать и бешпармак, но нам не разрешили ставить там эту плиту, это же, конечно, нужно кипятить мясо, это же нужно следить за ним. Нам не разрешили, но разрешили борсоки. Мы решили делать то попроще, давайте сделаем борсоки. Девочки, которые работают у меня, мы поставили тесто и раздавали борсоки. Вот. Поэтому, да, туркам очень понравилось. Я думаю, мы смогли перенести, наверное, хоть, может быть, не прям совсем борсоки настоящие получились, какие мы хотели, из-за того, что просто мука здесь не такая хорошая, как у нас. Вот. Кстати, мои родители всегда, когда приезжают, они привозят с собой мясо, с баранину замораживают и привозят муку, потому что мясо здесь не очень вкусное. Да, потому что все сделано на искусственных, каких-то гормоны, какие-то таблетки, что-то не дают непонятное. Оно очень быстро жарится, во-первых, и вкус вообще не такой, как у нас. А наши? Наше очень вкусное мясо, да. Я когда еду, всегда я кушаю мясо в первую очередь там, потому что очень вкусное мясо. Şey yolunda, Ogiday'la işler formunda. Буга окшогон азем кечелерге ачылгандан баштап Түрк жергесинде өтүп жаткан фестивалдарга катышып келе жаткандыгын белгилеп өттү. Алтын нар называется. Золотой гранат. Называется, там дается тоже там призы, места. Он проводится каждый год в Кемере, и мы решили поучаствовать, записались, нас приняли. Мы представляли именно Кыргызстан, опять-таки. Я собрала всех своих ребят. Тогда, кстати, звонила в посольство, просила юрту. У меня это осталось, наверное, оттуда. Я попросила небольшую юрту, чтобы поставить ее именно на КамАЗ. Дело в том, что кортеж идет, машины едут все, и каждый представляет что-то. Но что мне ответили, что у нас нет такой юрты, просите у сообществ кыргызских, у них тоже не оказалось ни костюмов, ни юрты. Поэтому я сделала юрту из кардона большую, заказала у рекламщиков. Эту юрту мы поставили на КамАЗ. И мы участвовали, да, ребята были, мы опять сделали футболки с кыргызским флагом, у кого-то были костюмы, потом кто что нашли. У меня были колпаки, которые я привозила с Киргизии, потом были у меня всякие небольшие такие шердаки тоже, я тоже оттуда привозила для себя. Это все мы одели на эту машину и вот так вот как-то собрали, что смогли. И после этого я потихонечку каждый год что-то себе привожу из Кыргызстана, вдруг если мне пригодится для участия. Түрк жергесине иштегени келген мекендештерибиздин арасында таланттуу кыз-жигиттерибиз да жок эмес экен. Алардын бири Айтмат, Кыргызстанда студент. Огидай компаниясы аркылуу келип иштеп, ар кандай фестивалдарга катышып, Кыргызстандын желегин желбиретип, башка өлкөлөргө таанытканга салымын кошуп келе жаткандык. Майрам уюштурулуп калды. Ошого Камила эже Огидай фирмасынын жетекчиси сурап калды бизден, ырдай турган, бийлей турган балдар, кыздар барбы деп. Мен катышып көрсөм деп айтып көрдүм, макул деп. Бул жакка келип ырдап выступать еттим.
Андан кийин дагы башкаларды көрүп, дагы башка жака чакырып, ошентип Анкарага чейин барып келдим фестивалга катышып. Сиз бүгүн Анкарадан келдиңиз. Бүгүн Анкарадан келдим. Анкарада кандай иш-чара болду? Анкарада ошондой эле Орто Азия, түрк тилдүү мамлекеттердин арасында фестиваль болуп өттү. Ал жерде Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчиси катышты. Жана Кыргызстандын атынан катышкан адамдарга сыйлык өзүнүн немесин берди, сыйлыгын берди. Бул Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчисинин ыраазычылык немеси. Сыйлык өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, неме кылып, ар бирибизге берди. Ыраазычылык катары берди. Ойлойм, бул мен өмүрүмдөгү эң негизги мындай буга чейин алган мамлекет тарабынан ал элек болчумун да, биринчи жолу сыйлык деп. Огидай компаниясына да чоң рахмат. Азыркы учурда көп болуп калган башка компаниялар алдап кетиптир. Акчасын алып жөнөтпөй коюптур деп ошондой нерселерди угам да. Бул компанияга эмнеге ишендим? Мен өзүм классташым. Бул компанияда иштейт көп жылдан бери. Ошол сунуштагандан жана ошол ишенгенимден бул жака келдим. Качан ачылып, кандай кыйынчылыктарды көрүп, ийгиликке жетүү оңойчулукка турбаганын, 3 жыл аралыкта Түрк өлкөсүндө эң жогорку сапаттагы тейлөө кызматы деген эң алдыңкы компаниялардын бири деп эсептелинип, элдик тандоонун жыйынтыгы Огидай компаниясына берилген. Ну, это было в прошлом году. Организовывала тоже какая-то здесь, я не помню, какие-то журналисты. Тут организаторов я не помню сейчас. И нам пришел e-mail, не хотите ли вы участвовать. Это все шло способом голосования, то есть весь персонал и потом отели голосовали, и по голосованию мы прошли. То есть мы отправляли линки, всем направлялись анкеты, и каждый заполнял, выбирал там, можно было выбрать 3 компании участвовало, и можно было выбрать одну из них. Вот нас выбрали, и мы вот так попали. Вообще как не планово было, я даже не думала, что за такой короткий срок можно будет заработать вот такой вот титул. Кыргызстанга болгон косалыгы, эгиз балдардын энеси, балдарына мээримдүү эне, жакшы жар, сыймыктуу ата-эненин кызы. Жакынкы аралыкта иш пландары тууралуу ой бөлүшүп, ошондой эле учурда Польша, Чехия мамлекеттери менен кыргыз жарандарын ишке орноштуруу боюнча каалоочуларды ишканасына чакырып, эки тараптуу видео конференция оштуруп каалаган суроолорун берип, иш берүүчү компаниялар менен ар бир иштейм деген жарандар түз байланышып катышты. На банковский счет или получают на руки от работодателя? Как производится процесс именно? В основном практикуют люди хотят на карточку. Объясню почему. Потому что люди, когда получают наличными, чтобы не было случаев, что их там обворуют или тому подобное, работодатель практикует через банк открывает им счет. То есть счет открывается, все как положено, плюс медицинская страховка. Камила Айым ачкан Огидай компаниясы мактоого татыктуу. Мекенден алыс болгондугуна карабай, түрк жергесинде болсо да өз мекендештерине жардамын аябай изденип келет. Спара каналы Кемер шаарында иштеп жүргөн мекендештерге жана Камила Мусаеванын иштерине ийгилик каалайт. Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Спара каналы 2019 жыл, Түркия өлкөсү Кемер шаары.